Ну что, ребята, всем привет! Буквально с часу на час приехал с рыбалки с ночевой, ребята. Добыл налима, и вот сегодня хочу показать один из таких моих рецептов, то, что я делаю с налимом. Многие его не коптят, ребята, и даже не знают, то, что можно налимы коптить, и в принципе неплохо получается. Хорошая закуска, тем более топится баня. Сегодня у нас пиво, банный день, так скажем, да. И сейчас, ребята, пока совсем не застыл, разделаю его, приготовлю его к копчению и закоптим и попробуем. Погода шикарная, -4. Вот техника на приколе. Соня выручила, по пухлячку проходили нормально. Приготовил мангальчик, картоночку. Сейчас будем здесь разделывать. Ну и в целом, прямо на улице, ребят, все это сделаем. Погода позволяет, так что я думаю, многим будет интересно. И сегодня, кстати, ребят, праздник. Но чуть-чуть попозже я о нем расскажу. Ну все, что, погнали, не будем терять время. Так как на улице совсем не душно, предлагаю выпить 5 капель, так сказать, сделать настрой. Немножко коньячка. А закусим, ребята, рыбными котлетками из плотвы, из мелочи, то что вот потихоньку привожу, потом копится, оптом размораживаем и перекручиваем. И вот такие котлетки, ребят, рыбные. Будем ваше здоровье. Отлично. Ну что, друзья, вот такой красавчик у нас есть. Свежепойманный, еще особо не замерз. В районе 1,5 килограмма, наверное, может чуть больше. Сейчас мы его расфилюем. Ну не расфилюем, а просто я его располовиню. Отрежем голову, отрежем хвост. Он нам не понадобится для копчения. Короче, начнем, ребят. Так, ножичек где-то у него в бардачке был. Пашка, будешь смотреть, братан, ножичек сейчас в обороне в кофре лежит в мотособаке. Положил, ребят, картонку такую, здесь столик импровизированный. Летом постоянно разделываем рыбу здесь, так как в деревне проще некуда. Вышел, почешуил, дома все чисто, красота. Так, ну что, отрезаем, ребят, голову.
Голову пойдет на уху. И можно даже чуть побольше с мясцом. Вот так вот. Там есть печеночка. Это мы потом достанем. Все на уху пойдет. Хвост, ребята, тоже побольше разрежем. Хвост нам не нужен. Печеночку можно сразу достать, скажем. Это тоже пойдет на ушицу. И сейчас, ребята, я буду его получается, не по брюху, а со спины половинить. Вот так вот. Сейчас мы его просто вскроем, ребят. Так, кишки достаем. Вот у него желудочек. Есть еще немножко печеночки. Это тоже пойдет на уху на сегодняшнюю. Откроем дальше. Хребет, ребят, я не убираю. Можно было, конечно, снять филе чисто. Но хребет, ребят, оставлю. Потому что будет цельным, ребята, у нас блюдом. Вот у нас чистенький. Вот эту пленочку мы сейчас убираем тоже. И будет красота. Кишочки подмерзли. Питается чем-то какой-то илом, ребята. Это вот сороком, вороном, балабоком. Здесь о них много их. Ладно. Сейчас промою, и красота будет. Так, Илюх, на уху печеночку. Держи. Все, ребят, вот такая пластиночка получилась. Вот, просто раскрыли. Можно хребет это сделать, но с хребтом потом будет вкусно, ну, доставать мясо. А вот так вот получается вот такой шмат мяса. Сейчас мы промоем вот тут в середине. Вот эту кровь промоем. Здесь промоем. Слизь немножко уберем. Прям со шкуры, ребята. Все, отлично. Давай. Ну, все, отлично. Ребят, для маринада, так скажем, буду использовать всего лишь 3 вещи. Это специи под рыбу, но они с Кавказа, очень классные. Я их постоянно добавляю к рыбе. Там всякие разные травушки, муравушки. Очень здорово. Немного соли. Совсем чуть-чуть. Потому что специи они уже пряные. Но соль в них вроде как не присутствует. Сейчас быстренько тоже немножко солишки сюда. Вот так вот. И еще, ребят, для копченой рыбы я добавляю сахар. Сахар придает карамель, вкус. Не знаю, кто не пробовал, ребят, пробуйте. Сахарок прям дает реальные вещи. Сахарка тоже немножко. Чисто натереть рыбу. Вот так вот. Все это, ребят, походно у меня. Быстро-быстро так. В таких условиях, как бы, красоты здесь немного, но зато, ребят, это очень быстро и вкусно. Все, смесь нашу готовим. И вот этим делом будем натирать рыбу. Но еще по рыбе, ребята, сделаю насечечки по мясу. Вот небольшие, чтобы это все быстро промариновалось. Потому что на улице прохладно, все-таки не лето.
немножко минус. И прямо вот здесь, ребята, надсесечки по мясу до шкуры. Все, и теперь, ребята, вот этим делом все я натираю нашего налима. Шкуру мы не трогаем, чисто маринуем мясо. Шкура, как у нас получается, чисто, ну, держит просто все, вот этот весь шмат. Вот так хорошенько, ребята, его натираем. Вот так вот. Все, закрываем его, ребят, пускай он отдыхает. Положим в стороночку его. А займемся сейчас мангалом. Так, ребят, не забываем про инъекцию от коронавируса. Будем. Ну что, запалим мангальчик. Ну что, друзья, костерок начал шаять. Все отлично. Старая моя боевая коптильня. Сколько уже она перевидала своего. Ну, своей функции она еще исполняет. Так что нормально. Ну, поддон стандартный. И две решетки, ребят. Смотрите, что с ними уже стало. Все уже развалились. Просто перегорели. Вот. Сейчас я немного почищу от старой рыбы. Вот видно, тут стружка еще. Сейчас я почищу, ребят, и все будет красота. Давно уже не пользовался, ребята. С лета, наверное, уже. Что-то ничего не коптили. Да, надо уже решеточки заменить. Так, ребят, ольху, щепу ольховую, покупная, что-то 35 рублей, что ли, стоит. Ну, бывает, я еду, когда на той же мотособаке можно вырубить. Вот, сегодня у нас баня, положил вот полежку, она высохла, потом настругал. Ну, или, допустим, на рыбалке, я имею в виду. Сейчас вот приобрел коптильню для избы. Вот буду заготавливать ольху, чтобы коптить там рыбу много. Так. Но прежде чем приготовить, я немного ее заливаю водой. Ладно. Давай, без разницы. Ее просто надо немножко замочить. Ага, все отлично. Все, ребята, она сейчас набухнет. Она не будет сильно так гореть, так скажем, дыметь. Она потихоньку будет шаять. И отлично. Вот мы ее так оставляем. Этого нам будет достаточно. Ну все, ребят, что у нас? Костерок готов уже. Вот я прям с водой туда ее по всему периметру запускаю. Вот этого достаточно будет, чтобы закоптить вот эту одну рыбу. Все. Как бы сырая, она более-менее так себя ведет. Не горит, и дым получается не такой жесткий, и рыба потом не горчит. Большим плюсом, кстати, она вот работает таким вещем. Я бывает даже пивом ее мариную, когда занимаемся этим делом. Ну, по-любому что-то употребляем. И пивом прям замариную, и как бы все четко получается. Так, ну вот решеточки, ребят, подустали уже. Поставлю на первый ярус. Вот, почистил немного. Хотя она на налим не залезет. Поставим ее на второй ярус. Вот. Ну и все, берем налима и ложим, ребят, шкурой вниз. Вот таким образом. Вот. Вот так вот, ребята, у нас будут лежать. Шкура, если подгореть, ничего страшного, а вот мясо будет коптиться шикарно. Ну все, закрываем. И на агонию, ребята. Вот так вот. Все. Минут 15 и будет налим готов у нас.
Все, пошла жара. Андрюха, когда у тебя смоки хобби пойдет? Вот она, ребят, лежит, она ждет своего часа, ждет избеночки. Это уже коптильня пойдет конкретно на избу. Вот она лежит у меня здесь. Здесь у меня небольшой такой рыболовный бардак. Много чего всякого разного. Палатки, буры, лыжи. Короче, чисто все, что нужно для рыбалки. Вот буквально приехал, вот еще не убрались. Что там у нас на речке? Кто рыбачит? Чего смеешься? Так, ребят, ну что, прошло уже даже минут 20, наверное. Снимаем коптильню. Опа! И открываем, ребята. Что получилось? Ах, так. О, ребят, смотрите. Готовченко. Даже кость, смотрите, ребят, отошла. Все. Его как-то ломануло, видишь? Свернула его, короче. Ну, кость, смотрите, ребят, сама уже вылезла. Вот, ребят, копченый налим. Видите, мясо, оно как и должно быть. Шкурка подгорела, немножко поджарилась. Ну вот, чисто поковырять, получается, под закусочку вилочкой. Вот все здесь. Все богатство здесь. Оба! Копченый налим, ребята. 20 минут. А вот чисто мяско. Кость сама просто вылезла. Можно было срезать ее, она сама вылезла. Она большая. Так, друзья, сейчас еще один штрих. Это немного лимона. Я думаю, каждый знает, что к рыбе добавляется лимон. Берем пол лимона. И вот прям сюда его. Лимон свою нотку тоже даст. Сейчас немножко постоит и все. Закуска, ребята, просто шедевр. Вот, друзья, рыбка готова. Сегодня я не просто так достал коньяка, ребята, закоптил рыбку. Сегодня праздник. Праздник не только у меня и у вас, ребята. Сегодня на канале 50 тысяч. Я очень рад, ребят. Спасибо за поддержку, спасибо, что вы есть. Вообще, за вот это движение. 50 тысяч, ребят, для меня много чего говорит, потому что, ну вот я сейчас нахожусь в поселке, вот дядька, здесь в поселке даже меньше 1000 людей. Нас смотрит, да, получается, ну не знаю, целый город, наверное, даже небольшой. Это очень меня так провоцирует делать дальше, делать качественно, делать хорошие видео. И я буду стараться, ребят, в любом случае я не подведу. А так, копченый налим, ребята. 5 капель дешевого коньяка. За ваше здоровье, родные, чтобы было все в жизни хорошо, удачно. Здоровья детям, дома, чтобы было тепло, уютно. Ну и, наверное, хороших рыбалок. Потому что все мы ездим, мы стараемся поймать достойную рыбу. И всегда радуемся хорошим трофеям и уловам, я думаю, ребят. Все. Сейчас пробуем. Ребят, давайте, за вас. Только за вас, ребята. Эта рюмка коньяка пойдет только за вас. Всем большой привет. Ребят, многие пишут: Андрюх, передай привет в видео. Ребят, я всех забываю. Я просто сейчас буквально передаю всем большой привет. От меня, ребят, от этого маленького поселка, который находится в глубинке Республики Коми. От меня, ребята, вам большой просто пламенный. Всем огромная женщина. Большой привет на канале. Кто смотрит, молодые пацаны. Ребята, давайте, не сидим дома за компьютером, выходим, выдвигаемся, двигаемся. Движение — это жизнь, это раз. И все-таки уже сожрал этот интернет людей. Надо, ребят, ходить. Надо ходить, надо ездить, надо пробовать. Когда будет рыбалка, тогда будет счастье. Я, ребят, паник в этой рыбалке полностью, потому что хожу с рождения. Для меня рыбалка — это не только как-то смысл там сходить, поймать рыбу домой. Или там отдохнуть. Это, ребят, смысл жизни моей полностью. Я думаю,
Я буду просто, пока ноги будут ходить, я буду ездить, ходить на рыбалку, ребята. Все, ребят, за вас, ваше здоровье. Я прощаюсь. Нас ждет баня. Пока. Снимай. Иди. Ну давай. Знаменитый. Так спробуй. Ни разу не пробовал. Ну как? Давай спробуй. Пушка, я тебе скажу. Я не пробовал ни разу. Вот попробуй. Классная вещь. Ни разу в жизни, первый раз в жизни пробовал. Ну что, нет, попробуй вот этот. А что здесь посмотреть? Что-то мне не понравилось. Классная вещь. Все класс. Огонь? Огонь. Пробуй, пробуй.